В Якутске проходит месячник по отлову безнадзорных животных. Как сообщили в МУП «Жилкомсервис», в день от горожан поступает более сотни заявок на бродячих собак, которые с наступлением весны сбиваются в стаи. Многие из них ведут себя агрессивно, не обходятся и без нападений на людей. Справляются ли городские службы, узнавала Ульяна Шагина. Жители столичного Залога устали от бродячих собак, которые, сбившись в большие стаи, не только облаивают местное население, но порой и нападают на них. Одна вообще здоровенная черная собака, ну и штук, наверное, 6, но они все вообще-то большие. Потому что здесь дети, у нас внуки, у меня 3 внуков. Даже не выйдешь ни на помойку, ничего. Горожане могут оставлять заявку на отлов собак как в саму управляющую компанию, так и в единую диспетчерскую службу. Все поступающие звонки сразу же передаются в Жилкомсервис. Сегодня это единственное предприятие, которое имеет право заниматься отловом бродячих собак. Пойманных бродяжек сразу же увозят в приют для безнадзорных животных. Собак больше хозяйских, потому что хозяева выпускают им... Бывает лень, бывает некогда выгулять, выпускают на самовыгул, и вот эти вот домашние собаки, они больше нападают на людей. С нового года пункт передержки переименован в приют. Поменялось не только название, но и правила содержания животных. Сегодня в приюте для животных содержится более 200 отловленных собак. Дней через 20 после стерилизации, если собаку не заберут хозяева, их снова выпустят на улицы города. Работники приюта жалуются, что не успевают обрабатывать все входящие звонки от населения. Сегодня поиском и отловом животных здесь занимается всего один работник. Александр показывает нам журнал заявок, который растянулся на несколько листов. За день 100 с лишним, например. 100 до 140 достигает, например, за день. Да? День, да. А получается всего лишь 7. Ну, что поделаешь. Голыми руками отлавливать собак обязывает новый федеральный закон об ответственном обращении с животными, что, конечно, тоже замедляет работу ловца. Собаки – одни из самых умных животных. Александра они чуют за километр и, завидев его, предпочитают лишний раз не светиться. Например, да уж сейчас нету собак. Вот как уедем, да, они, как сказать, за нами уже выйдут тут же. Вот и сегодня мы с Александром не увидели ни одной собаки. Хотя 17-го квартала в день поступает наибольшее количество жалоб. А пока один работник Жилкомсервиса пытается справиться со всеми входящими заявками, жителей квартала терроризирует свора собак. Мешают, конечно. Но дело в том, что их же не прекратишь, они же плодятся. Сейчас вот везде под домами вот все не видно. Вот там опять выскочит. Как показывает статистика, из 10 случаев укусов собаками лишь в одном фиксируются бродячие животные. Остальные, как правило, это хозяйские псы с ошейниками. И единственный способ сократить количество нападений на людей – наконец-то владельцам начать осознанно подходить к вопросу воспитания своих питомцев. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.